Добрый день! Мы приветствуем вас на каналах НВК Саха и Саха-24. В эфире «Город женщин». Сегодня в студии Юлия Федорова, Саргалана Амосова. Добрый день. И Юлиана Ким. Здравствуйте. Каждое третье воскресенье октября в республике отмечают День матери. Мама может заменить всех, но ее не сможет заменить никто. Мама – это самый близкий и родной человек. Быть мамой непросто, особенно когда становишься ею впервые. Приходится делать миллион вещей одновременно. Некоторым мамам еще и работать. К счастью, есть способы, как все успеть и даже выкроить время для себя. Чем, кроме главной миссии воспитания ребенка и домашних дел, заняться в отпуске по уходу за ребенком, об этом сегодняшний наш эфир. Да, девочки, быть мамой – это очень трудно, да? Ты олицетворяешь в себе в одном лице и врача, и психолога, и учителя, и уборщицу, в конце концов, и прачку, да? И наши телезрительницы задают вопросы. Некоторым они могут показаться довольно-таки странными. Это интересует мам, а особенно молодых мам, к которым не к кому обратиться. И сегодня специально для вас, наши телезрительницы, на ваши вопросы отвечает Надежда Долбараева. Привет, достойные! С вами Надежда Долбараева, психолог, коуч, международный бизнес-тренер компании Top Global Fortune 500 Чикаго. Мы получили вопрос от Анны Николаевой, мамы Дениски 2 лет. Как выжить в декрете? Иногда я хочу сбежать куда-нибудь подальше, я чувствую, что тупею, что никому не нужна и помощи нет. Кто хотя бы раз летал на самолете, помнит эту пугающую инструкцию. В случае разгерметизации оденьте маску на себя и только затем на ребенка. Как мамы, сразу же есть реакция, как так нужно спасать ребенка. Но с точки зрения выживания все логично. Если вы не спасете себя, то никто не спасет вашего ребенка. То же самое в нашей повседневной жизни. Для того, чтобы жизнь была наполнена и у вас, и у вашего ребенка, необходимо сначала позаботиться о себе. В Америке есть такое высказывание, как happy wife, happy life. Если счастлива мама, то будут счастливы все вокруг. И если вдруг вы чувствуете, что у вас сейчас нахлынут эмоции, поднимите голову вверх и подышите так 40 секунд. Это позволит вам успокоиться. Почему? Потому что наш мозг устроен таким образом, что если мы поднимаем взгляд наверх, то в этой части у нас находится только зрительный образ. И мы не можем одновременно злиться, услышать какие-то посторонние звуки, когда мы направлены на визуальный образ. Во время декрета необходимо заниматься саморазвитием. Очень здорово это делать на тренингах, в том числе это доступно теперь и в онлайн. Я приглашаю вас на свой тренинг Life Кайф. Это 50-дневный тренинг, который помогает людям из разных стран и в том числе во время декрета. Возможно, вы даже откроете свой бизнес и познакомитесь с единомышленниками. Также я бы хотела порекомендовать вам систему Flying Lady. Обязательно найдите ее в интернете и почитайте книгу «Летающая домохозяйка». Это очень полезная книга, в которой вы поймете, как можно сбалансировать свою личную жизнь и жизнь мамы. Я желаю вам удачи, пусть ваш лайф будет кайф. Действительно, девочки, это мой девиз по жизни. Если счастлива мама, значит счастлива вся ее семья.
И если я чувствую, что, допустим, устала, мне нужно отдохнуть, и я так, самое главное, надо сказать строгим голосом: мама устала, маме нужно отдохнуть, у нее сели батарейки, и я тогда могу принять ванну, полежать с книжкой или встретиться с подругами. И после того, как я отдохнула, я вновь бодра и весела. Да, я совершенно разделяю твою точку зрения, потому что считаю, что мамам всегда нужно помнить о себе. И потому что на наших хрупких плечах все держится, да, весь дом, уют и гармония семьи. Самый главный совет для мам – просто отдыхайте, когда ребенок спит. Ведь для мамы очень важно набраться сил и энергии для того, чтобы все успевать. Да, во время беременности, да, и по уходу за ребенком у мамы буквально переворачивается вся жизнь, все меняется, открываются Да. какие-то таланты. И сегодня у нас в гостях очаровательная молодая мамочка Саина Коженкина. У нее 2 детей, и при этом Здравствуйте. она еще успевает заниматься развитием не только своим, но и своих детей. Здравствуй, Саина. Здравствуйте. Мы знаем, что у тебя 3-летняя дочка и совсем еще крошечная малышка, ей всего 3 месяца. Ты сидишь по уходу за ребенком и при этом еще ведешь инстаблог, шьешь, делаешь какие-то развивающие игрушки. Как ты это все успеваешь? Ну, многие задают этот вопрос. Но такого ответа нету. Я занимаюсь с детьми, я волнуюсь. Может быть, какой-то тайм-менеджмент или как ты распределяешь это время? Распорядок дня, может, какой-то. Ну, приходится все равно чем-то жертвовать. Например, мы иногда не выходим гулять, например, да, как все. Я могу не помыть посуду, например, и занимаюсь с ребенком в это время. Ты расставляешь приоритеты, да? Да. Вот, допустим, ты утром проснулась, и ты знаешь, что тебе нужно сегодня сделать какой-то там видеоблог, да, снять? Да. И ты Его начинаешь же еще расставлять. надо смонтировать. Да. Да, Мало снять. вот именно я жертвую, Больше, наверное, например, времени своим занимает. отдыхом. Например, когда дети спят, я могу там лежать и монтировать видео. Да. А расскажи вообще, как появилась идея, да, то, что вот в Инстаграм можно завести свой блог? Моя страница в Инстаграм существует уже больше 5 лет, но она вот основную линию приобрела только вот с рождением дочери. Мы развиваемся, снимаем видеообзоры и играем. Снимаем, как играем. Да. Саина, расскажи о своих дочках. Моей старшей дочке Лилии 3 года. Она очень такая нежная, хрупкая девочка. В садик ходит? Да, вот только в этом году мы начали ходить в садик. Тебе Младшей полегче стало, дочери, ну так, постоянно болеем, у нас сейчас проходит Ну, это адаптация. да. адаптационный Мгм, да, да. период. А младшую дочку зовут Алиса, ей всего 3 месяца. Она Ну, такая такая девочка крошка. с характером, уже проявляет, Показывает уже, да, показывает свой свой характер. По вот главной твои, да? семье. Ой, Да. какая маленькая. Это младшая? Нет, это вот старшая. старшая Вот, дочка, да, да? старшая. Ага. Ну, младшие фотографии мы пока не выставляем. Ага. Так, ага. Мгм. Скажите, вот, Саина, интересно, а вот по профессии вы кто? Я по профессии, у меня 2 специальности. По первой специальности я дизайнер одежды. Шью, работала в ателье. Но шитье я люблю, но, наверное, как только хобби. И основную специальность я выбрала архитектор-градостроитель. Училась и пока не работала, пока смотрю за детьми. А какие планы дальше, в дальнейшем? Вот дочке, когда младшей, да, исполнится 1,5 или 3 года, что вообще будет дальше? Пока я тоже не могу сказать, да, сколько мы будем там Поживем, сидем. увидим, Да, ага. Хотелось бы найти работу хорошую, да, и так работать в А коллективе. не хотелось бы монетизировать свое хобби? Есть такое, да. Я принимаю заказы, делала, вот видели, наверное, Киндер-сюрпризы, да, вот эти? киндер-сюрпризы, пиньяты делали, игрушки делали, Пиньяты. да. А вот можно я поинтересуюсь? Да, мне вот все-таки тема Инстаграма очень интересна. Вот я пыталась записывать видео. Я вот так ставлю куда-нибудь, да, и все равно вот что-то не то. Вот. А у тебя так хорошо получается. У тебя же есть штатив, или твоя старшая стоит и держит телефон. Секрет раскрыли, да? Да, есть штативы, да, да, все профессионально, да. Профессиональная камера? Или Ну же- да, нет, сейчас мы снимаем на телефон, это как удобнее монтировать и
Да. Там Удобнее есть всегда, приложение да. в телефоне, Да, сразу да, да. монтируете, да? А как приложение называется? Ну, у меня Samsung телефон и видеоредактор, он так и называется, для Samsung, да. Очень удобно. Надо А посмотреть. младшая уже помогает, наверное, да? Ну, он пока только наблюдает, иногда мешает, да, плачет иногда за кадром, да, слышно. Ну, хорошо, что вот звуком мы это. А Музыку как ты поверх успокаиваешь, записываете, да? может быть, есть секреты? Или помогает тебе там семья твоя, там, родители? Да, муж? мои родители, им родители мужа очень помогают, муж всегда помогает. Но в основном мы снимаем видео утром, да, при дневном свете, чтобы освещение было хорошее и качество видео тоже было. И мы снимаем одни, вдвоем, с дочкой, с младшую, например, она спит в это время, ну и снимаем видео. А идеи вот откуда приходят? Вот что сделать сегодня? Это вот те проблемы, которые касаются вот именно ну, на сегодняшний день вас, да? Вот, допустим, когда была осень, вы сделали такой красивый плащ, комбинезон, чтобы ребенок не намочил ножки. Вот то, что вот насущные проблемы, да? И Да, оттуда да. вы черпаете вдохновение. Ну вот мастер-класс, да, это как пришло как озарение. Ну, я хотела сшить дочке комбинезон, но как-то не подумала, что можно снять его. И так раз, и вот сняли мы, И куча вопросов да, посыпалась, да? очень Как вы это популярная сделали? стала рубрика, да, и начала снимать уже остальные видео. Да, мне кажется, вот действительно в сети ты очень ну, известная, да, вот я сама твоя подписчица, и мне знаешь, что очень понравилось? Вот коврик, вот есть же коврики, вот когда ходишь, развиваешь, ну вот. Из А губок, на да? губках, да? Да, и можно, да, вот она сделала из губок, это же прям элементарно и Да. так здорово, да? Даже с ребенком взять, ему же самому будет это очень интересно. Да. Ну, наши развивающие занятия, они позиционируют себя как, ну, такие простые, из простых бытовых вещей делаем. А кто-то подсказывает, или вы как находите в интернете, или сама интуитивно? Ну, и так, да. Мы иногда видим некоторые в Инстаграме, в интернете видим всякие развивающие занятия. Ну и, да, вижу вещь, например, и вот приходит вдохновение, я могу там придумать что-нибудь. Саина, вот старшая дочка у вас ходит в детский сад. Наверняка вам дают какие-то задания, зная, что вы мамочка, рукодельница. Расскажите, вот, что вот... Ну вот именно этот задавали? коврик, да, он... Это да, это было задание для задание, детского да. Ага. У нас вот именно появилась такая рубрика «Поделки в садик». например, да. Спасибо, Саина. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим беседу. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин», и у нас в гостях очаровательная мама Саина Коженкина, которая успевает буквально все. Вот, Саина, у меня вопрос, да, вот лично, у меня у самой 2 детей, как у тебя, да, и вот расскажи, ревнует ли старшая к младшей? Ну, есть такое, да, у моей старшей дочки. Лилия проявляет свою ревность, ну, так интересно, она, ну, там... Заботой? Да, излишней? заботой, целует все время, когда мы... Она вот- хочет, чтобы ее хвалили. Да, вот Вот такое такая молодец. есть. Как ага. старшая зовут дочку? Лилия. Лилия. Младшую Алису зовут. Ну вот, наверное, старшая смотрит на вас и что-то хочет тоже делать. Вот когда вы что-то делаете, и она вот приходит к вам, вы ей разрешаете помогать? Да, это, ну, как естественно, что она интересуется. Даже могу сказать, что я, ну, поощряю это, что она самостоятельно себя проявляет. Молодец. Она помогает, да, вам? Значит, она не говорит, почему ее снимаешь там на видео чаще, чем меня. У меня, допустим, было такое, когда мой старший сын посмотрел мой телефон и говорит, а почему у меня так мало у тебя в Да. телефоне? Моих Да, фотографий да, очень да, мало. Везде Есть только такое. Марк. У тебя есть такое? Ну, бывает такое, да. Но мы сами так не проявляем, пока маленькая младшая дочка не понимает такого, да, что мы проявляем к ней любовь. Поэтому мы стараемся больше Тихо любить. времени проводить со старшей дочкой. Очень правильная позиция, на мой взгляд. Саина, а вот ваш муж, он уходит утром на работу и приходит только вечером, его же нужно накормить. То есть вы откладываете все свои дела и посвящаете время мужу. Да, конечно. Ага.
Ну, мы живем с родителями, да, и нам как проще, да, мы можем, Помогает. например, приготовить, ну, поделить свои обязанности между собой. Мгм. Ну, как-то так, Мне очень помогают родные. Да, с родителями это очень хорошо. Саина, вот вы принесли, да, нам что-то? Да, я вот Может быть, принесла- вы покажете какую-то идею для развития? Да, вот я принесла развивающую, ну, как пособие, да, для детей, которые не любят не чистить любят зубы. чистить зубки, да, Ой, это для ленятся иногда, да. Больная тема. Это простой лист А4 с изображением рта, зубов и обычный файл-лист. Мгм. На нем мы перманентным маркером, ну или маркером для доски, ну, вот, рисуем микробов, да? Микробы. Микробы, бактерии. И вот наглядно показываем, как можно уничтожить микробов, да? Вот так показываем. Она Да, оттирается, она... да? Ага. Можно Ой, нарисовать очень вообще хорошо. таких каких-нибудь Очень страшных. показательно. Да. Ага. И Да. показать, вот как вертикальному чистить надо зубки, на коренных там круговыми движениями. Да. Ну и да, и зубки вот А то обычно дети не чистыми, понимают, да. для чего щетка. Ходят ее. Зачем? Да, лучше один Да, раз ага. увидеть, Кусают, чем 100 раз во рту услышать. держат. Наглядно Да. показать, как... Я Здорово. думаю, А вы Зачем? так Да. приучили свою старшую дочку? Да, мы занимались с дочкой чистить. Ну, а она у вас сладости любит? Ну, естественно. Да, Естественно, сладости, любит, да. от И сладости так же, возникает так и кариес. мы напоминаем ей, микробы появляются из-за сладкого, из-за... Да. Спасибо большое. Думаю, я теперь приучу своего младшего ребенка Да, я тоже так чистить сделаю. зубы. Обязательно. Спасибо большое, Саина. Я думаю, многим будут полезны ваши советы. И вот мы плавно перешли к рубрике «Фабрика идей». Юлиана, я передаю тебе слово. Спасибо. Все, убегай, бегом. Сегодня я хочу показать вам, как с помощью простой трикотажной пряжи можно сделать дизайнерскую сумку клатч, которая будет только у вас и в единственном экземпляре. Вы, наверное, не знаете, вот такая существует трикотажная пряжа. Раньше наши бабушки как делали? Они распарывали одежду, заворачивали в клубочки и потом вязали ковры. Да. Видели, наверное, да? А сейчас новое веяние такое в мире рукоделия, по которой вот я недавно этим заразилась, и оно перекрыло все мои предыдущие увлечения. Сегодня я вам покажу, как можно сделать сумку-клатч. Итак, для этого нам нужно сделать узелок, крючок номер 9 или 10. Вот мы быстренько делаем узелочек и начинаем набирать 19 петелек. А потом пойдем обратно, и так мы будем вязать 28 рядов. Почему я делаю из середины? Это удобно, чтобы клубочек не катался по столу. Это очень Это удобно. тоже такой Да. лайфхак своеобразный. Лайфхак такой, да. Вот мы сейчас наберем. Вот. Вообще Обязательно этим, 19. да. Вообще я начала этим заниматься буквально недавно, весной. Посетила во время обеда мастер-класс одной моей знакомой. Быстренько сбегала. Мне очень понравилось. Я в интернете нашла мастер-классы и по ним сделала рюкзак, летом я носила, значит, корзинки для косметики, для памперсов можно сделать. Вот в ванную поставить, в спальню, вот в детскую. Это вот незаменимые вещи. Их можно подобрать по цвету, в тон вашей комнаты. И их можно постирать, да? Да, и самое главное, их можно постирать. А вот То как есть они размер? Вот где-то вот неприхотливы. есть же, когда шьешь одежду, выкройка. Какие-то выкройки, может, Нет существуют? выкройки никаких нет, Да. есть схемы. Схемы, количество Да, а петель, можно посмотреть, количество как у тебя столбиков, там? да, конечно. Кстати, можно? Да, мне Попробовать кажется, тоже. прям так. Можете ее потрогать, посмотреть. Стенки очень плотные. Что Ну вот, мне я нравится, смотрю на эти, Да, да. прямо. Я думала, какой-то там внутри каркас или что. Вот А это это можно нитка для такая ключей, сама, да? да, в виде сердечка. Здорово. Да. Ничего себе. А вот так как шапка, да?
Да, некоторые думают, что это шапки. Я даже не знала, если честно, о существовании таких ниток. В моем понимании пряжа это вот шерсть, да, из Курица, которой да? там шарфы, А носки шапки, вяжут. шапки. А если сделать шарфик, он будет жестковат, наверное, Да, да? да. Пряжа сама такая очень плотная. Очень красиво. Вот, Можно делать ковры. А, это вот ткань сложенная, да? да. Очень здорово. Продаются мотки, а продаются еще и диски. То есть ты можешь пряжу сделать сама, вытянуть ткань. Как-то у тебя прям мастерски получается, да, Вера? Посмотри. Попробуй, Светлана. Нет, я так не Ну, вот мы набрали 19 петелек. Ага. Сейчас мы пойдем в обратную сторону. А куда? Пропускаем одну петельку и начинаем захватывать. Вот я вот никогда не любила крючком вязать. В детстве я помню, потому что у нас в детстве были маленькие крючки. А сейчас вот появились большие крючки и большая пряжа. И видно результат сразу. То есть ты за вечер можешь связать одну корзинку. Это Здорово. вообще очень здорово. Вот. И вот таким вот образом мы Такую дорожку, да? 28 такую дорожку, вот как шарфик вяжется, только наверх. Получается Класс, такая классно. дорожка. Мы закрепляем на нее фурнитуру, то есть она продается тоже в магазинах, где ткани есть, специальная вот такая вот замочек. И потом мы должны связать отдельно стенки. Стенки свяжем, нужно будет их соединить, потом установить замок. Но это я покажу вам позже свою качательную Как работу, уже в интересно. конце Ну, мне какая ты понадобится умница, время да, для действительно, этого. мама в наше время это вообще все, да, как я уже говорила, она должна и помыть, и постирать, и поговорить, и кого-то приласкать, но при этом она должна оставаться красивой Красивой. и выглядеть Да, соответственно. И сегодня мы у наших маленьких телезрителей узнали, кто такая идеальная женщина. Спонсор рубрики «Развлекательный центр Мандарин». Сидит Настя грустная. Подходит к ней отец и спрашивает: «Настенька, что случилось? Почему такое грустное личико у тебя?» На что Настенька, тяжело вздохнув, отвечает: «У меня только что был неприятный разговор с твоей женой». Да, порой дети такое скажут, что жалеешь, что рядом не было телефона или ручки с бумагой. Но плюс нашей рубрики в том, что дети рассуждают у нас прямо на камеру. Привет, Ксюша. Здравствуй, Лида. Скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, кто такая идеальная женщина? Это которая красивая, и у нее все нормально. Да? Да. А ты знаешь идеальных женщин? Нет. Нет. Я вижу только красоту женщин. Как ты думаешь, ты вырастешь идеальной женщиной? Да. Как ты видишь идеальную женщину? Ну, по красоте. А что вот что ты вот, когда видишь идеальную женщину, что ты первое замечаешь в ней? Лицо. А образование, диплом важно тебе будет? Больше всего мне диплом, и это все важно. Так что, девочки, учитесь. Кто же такая идеальная женщина? Моя мама. Мама? А что мама твоя умеет? Она умеет убираться только. И готовит яичко с молоком и кашу. Тебе нравится? Мама вкусно готовит? Это самое главное. Скажи, пожалуйста, а твоя мама идеальная женщина? Она только иногда красится. Только когда ей надо на работу, она красится. Потому что дома она будет тоже накрашенная ходить? Вообще, зачем? Ну, хорошо, на что и работе. мама и дома красивая, и на работе красивая. Она и без макияжа и так красивая. Я не знаю, зачем она красится на работе. Идеальная женщина – это просто красивая женщина. Белые волосы, одежда красивая. У идеальной женщины должно быть круглое платье. Вот такое. А там внутри дырка. Одевается все. Теперь будем знать, идеальная женщина – это обязательно платье. Скажи мне, пожалуйста, еще какими качествами, кроме красоты, должна обладать идеальная женщина? Хорошие фигуры, хорошим лицом.
состав, и хорошей прически, и хороший макияж. В общем, у девочек все идеальное состоит на красоте. Надеюсь, вам понравились ответы моих собеседников. До следующей недели. Для детей все-таки их мама является самой красивой, даже краситься не надо. Да, не говори. Мне Да. кажется, мы сегодня идеальные женщины. Мы Да, в круглых да, платьях. Идеальная женщина – это красивая женщина. Да, устами младенца глаголит истина. Да. А мы пока прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой мы продолжим говорить, чем же заняться маме в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас многие мамы в отпуске по уходу за ребенком начинают заниматься саморазвитием, посещают различные семинары, мастер-классы, а некоторые открывают свой бизнес, как наша следующая героиня. Знакомьтесь, Елена Колодезникова. Здравствуйте. Елена, добрый день. Как пришла идея открыть свой бизнес? Ведь многие хотят, да, открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Вообще, открытие своего бизнеса, идея сама пришла мне еще лет 5 назад, но тогда я работала на бюджете. Было очень страшно, непонятно было, как бы очень хотелось заниматься чем-то, все, мол, чем-то занимаются, я тоже хочу, но не могла выбрать свою нишу, не могла как бы как-то сконцентрироваться. Очень много было вопросов и проблем, связанных с организацией вообще работы, то есть налогообложение, нужно обязательно что-то покупать, наверное, где-то как-то оформляться, какие-то бухгалтерии что-то вести, аренда. Страшно было. И вот так я провела практически 5 лет на бюджете. И в прошлом году, уйдя в декрет, уже находясь на 6-м месяце беременности, я решилась, что буду открывать свое дело. Причем осознание этого пришло вот на 6-м месяце, ясно, абсолютно. Я села и поняла, чем я буду заниматься. Беременности. То есть во время беременности приходит Да, хорошая идея. да, очень хорошая идея. В плане того, что, конечно, они были подкреплены очень многим. То есть я читала книги Барбара Шер, Стивен Кови. И, конечно же, у меня очень была большая поддержка от мужа. Он мне вселял уверенность в том, что я могу, Лена, ты сможешь, ты молодец, у тебя все получится. И вот я в прошлом году решилась и начала заниматься. Действительно, да, поддержка – это вообще, мне кажется, самое главное. Да, безусловно. Как на работе восприняли, или они еще не знают, что это твое дело? Но, будучи на декрете, я думаю, что мы, девушки, можем заниматься чем угодно. Как бы кто-то предпочитает заниматься детьми, а кто-то предпочитает заниматься своей, в общем-то, любимой работой. Самое главное, вот хотелось бы отметить, с чего начать вообще, свой бизнес, какую-то свою работу. Главное понимать, что ты любишь делать. То есть работа... Найти свою нишу. Да, работа обязательно должна удовольствие приносить тебе. Да, ну вот смотри, вот у меня очень много девушек знакомых, которые вот что-то хотят и никак не могут нащупать. Вот какой ты можешь совет дать, чтобы вот попробовать, с чего вот как? Помимо того, что девушка должна понимать, что она умеет делать. Например, что-то вы умеете делать лучше, Например, других. стряпать, да? Да, например, стряпать, может быть, шить кто-то умеет лучше, Вязать сумочки. Да. Я вот Юлиане предлагаю бросить работу и начать заниматься только этим. Да, действительно, потому что подкрепление, например, по продвижению очень много разных тренингов, семинаров, книг, действительно, да, то есть главное выбрать нишу и смотреть свой спрос. Очень важно при начале бизнеса сильно не вкладываться, опять-таки, деньги, да, потому что бюджет, семейный и так далее, да, то есть нужно обязательно посмотреть, то есть есть ли спрос, да, в первую очередь, да, и уже потом как бы начинать это все как бы Очень делать. хороший совет. А вот как ты все успеваешь? Мне кажется, просто ты идеальная. Да, и у тебя же совсем мама, маленький да. ребенок. Сколько малышу твоему твоему? ребенку? Расскажи нашим телезрителям. Да, значит, тайм-менеджмент, еще раз, да, значит, планирование, еще раз планирование. То есть заранее мы
как бы я сажусь, например, Вечером, да? вечером, да, когда уже все уснут, я сажусь и начинаю свой планинг. Мгм. Что, когда я буду делать, по каким дням, в какое время. И, естественно, например, сейчас я, например, кормлю грудью до сих Мгм. пор, да, поэтому я Какая молодец. стараюсь все успевать на самом-то деле, да, то Мгм. есть у меня двое А сыновей дома кто прекрасных. с ребенком остается? Дома у меня Бабушки? сейчас дедушка. Дедушка? Да, мой любимый Здорово. отец. Какой хороший Большая- дедушка. Да, большая моя поддержка. Вот, как-то так. И тебя все поддержали, когда ты захотела открыть свое дело. Поддержали, потому что я была на декрете. Конечно же, да, потому что все-таки от бюджета отказаться очень сложно, действительно, да, потому что это наш Соцпакет. соцпакет, действительно защита какая-то, да, от того, что вот внешних каких-то ресурсов, да, поэтому как бы сейчас, находясь в декрете, конечно же, ноги близа, вот так скажем. Да. Ну да, что маме беременной в голову придет, по-моему, никто не отказывается. Поэтому попробуй только отказать. Да, Что-нибудь А из сейчас, детей наверное, все нашлось. рады, что они правильную ставку сделали. Гордятся, наверное. Я надеюсь, что гордятся. Надеюсь, что гордятся, да. И что еще хотела А вот чем ты еще увлекаешься? Чем ты еще занимаешься? Чем я еще занимаюсь? Занимаюсь домом. Ну, как бы в основном, как бы это работа и основной все-таки дом. Мои дети, у меня двое детей. Старшему моему сыну 10 лет, Данилу, он нынче в 5 классе. А младшему у Большой меня, уже, да? да, 8 месяцев младшему. Мы потихонечку начинаем ходить. Он у нас Начинаете очень- уже ходить? Да, он очень развит. Молодец. Вот я даже Здорово. неожиданно, честно говоря. Потихонечку. Ползал, вот так. ползал, тут начал ходить, да? Да. Расскажи о своем бизнесе. Чем ты занимаешься? Ты работаешь удаленно или как? У тебя офис свой? Да, у меня есть свой офис, небольшой штат сотрудников. Даже Мы штат есть. Да, даже штат сотрудников есть небольшой. Мы занимаемся документами. Ну, как бы А такими как вы подбирали документами. кадры? Это ведь так сложно. Да, действительно, подборка кадров очень сложная. Опять-таки, я обращалась к тренингам, действительно очень много читала. И у меня есть, кстати, кадровик, то есть на работе, который как раз-таки занимается А. вот Мгм. этим. Здорово. Да, Елена, расскажите, пожалуйста, вот как такой хрупкой, красивой девушке в большом бизнесе? Вам кто-то, может, что-то советует? Вот. Да, первоначально, на первых порах, естественно, нужно слушать. Мгм. Тем более, что я прекрасно понимаю, что в начале бизнеса прислушиваться, смотреть, как бы, как другие, может быть, перенимать какой-то опыт от других, очень важно, потому что мы люди, которые только-только начали, да, буквально вот на первых порах, нужно быть очень осторожным, чтобы не прогореть, чтобы не было каких-то там кассовых разрывов и так далее. На самом-то деле очень удобно, мне очень хорошо и весело, это все-таки не бюджет. Вы нашли свою Да. нишу, да? Да, я нашла свою нишу. Елена, а вот, может быть, вы нашим телезрительницам дадите какие-то советы, вот, как открыть свое дело, чтобы вот оно было источником дополнительного дохода, а в будущем, может быть, и основного? Дополнительного дохода. Опять-таки мы возвращаемся к теме то, чем можно заниматься, скорее всего, дома. Если мы говорим про дополнительный доход и, опять-таки, семейную жизнь, то, скорее всего, я бы сейчас, например, направила, например, свое внимание на кулинарию, например, да, какие-то вот, может быть, швейные, там, какие-нибудь такие кружки, да, может быть, флористика. Мне, например, очень нравится флористика, мне кажется, это такое женственное дело, и все-таки оно является достаточно прибыльным, между прочим. Несмотря на то, что у нас Да. тут очень много, Да. Ну, все-таки у Точно. нас по климату и так далее, но цветы любят все. Ну, правда, это вот очень-очень хорошо. Я считаю, что флористика было бы тоже вполне себе очень интересно. И все-таки я хотела бы отметить, что девочкам, может быть, нужно равняться, может быть, на Запад где-нибудь, посмотреть какие-нибудь тренинги, действительно, да, семинары, может быть, какие-то передачи и книги. Я рекомендую очень книгу Барбара Шер «О чем мечтать». Прочитав эту книгу, ко мне как бы пришло небольшое такое озарение, может быть, да, то есть раньше я не понимала, как бы, да, не думала, например, о вот этой деятельности, да, которой сейчас занимаюсь, как об основном, например, там, доходе там, и так далее, да, а вот прочитав эту книгу, как-то мне стало более ясно, наверное. Вот именно. Вдохновилась. Вдохновилась, да, действительно вдохновилась. Книга очень хорошая. Надо обязательно взять на заметку. Да. Да. Может Да, быть, кстати. книга еще есть очень много хорошей литературы у Стивена Кови.
мотивационная литература для нас, девушек, это очень важно. Да, действительно, нужно постоянно развиваться, постоянно что-то читать, смотреть Да. какие-то вебинары, семинары, различные тренинги, да, посещать. Да, я вот... Ага. очень- Спасибо большое, Елена. Спасибо большое. Я думаю, нашим телезрительницам ваши советы будут очень полезны. Мы продолжаем. В отпуске по уходу за ребенком нужно быть не только хорошей мамой, да, но и выглядеть соответственно. Вот у меня, допустим, есть мой лайфхак. Я его так называю. Сейчас очень модно это black mask. О, Черная да, маска. я слышала о ней, да. Вот. А мне секрет рассказала моя свекровь, Black Mask в домашних условиях. Берешь таблетку угля активированного, ее нужно Я так и растолочь. подумала, Да, черный цвет. туда ложку желатина и чайную ложку, и 2 чайные ложки воды холодной или молока. Все это перемешиваешь и в микроволновку на 15 секунд. Потом остудить, наносим на лицо, ну, чтобы она такая комнатной температуры была и Как вот приятная. на лицо, на глаза, на губы? можно? Нет, Нет, ну глазами, как наверное, обычно не мы надо. наносим маски, вокруг глаз Вокруг нет, глаз, и да, вокруг нанос. рта тоже оставляем место. Ждем, когда подсохнет, и потом начинается волшебство. Эта маска, она снимается вот прям как в рекламе показывает, да, вот в этих в инстаграмах. Она Поры, снимается вот поры. так, как пленка, да. Все, я И поняла. Вся вот эта да. вот внутри, поры, вся грязь, загрязнения, они вот уходят вместе с Ну этой вот, да, маской. она как Будем на маленькая выходных пленочка. пробовать. Да, она как пленочка, и Не лицо надо становится пугаться. очень-очень чистым. Чтобы закрепить этот сделать Эффект. лифтинг-эффект, я использую ламинарии. Знаете, Это что? такое? Ламинария – это морская капуста. Она продается в аптеке сушеная, там она Сушеная. гранулами, да, или такая как порошочек. Ее предварительно заливаешь холодной, самое главное, водой, ну, либо теплой водой, главное, не кипятком. Мгм. Заливаешь чуть-чуть, она разбухает, эту кашечку в марлечку отжать немножко и на лицо. Ну, конечно, это смотрится не очень красиво. Ее прямо можно и на глаза, и на губы, и все, да? Ну и минут 15 полежать, потому что она такая слизкая, неприятная немножко. Можно на шею, везде вот. Я когда дома делаю маски, у меня дети Да, подходят и дети говорят, мама, что с тобой? Да, у меня маленький ребенок вообще боялся. Потом смываешь эту маску, и кожа становится просто волшебной. Дня 3-4, наверное, потом не пользуюсь кремами. Как здорово. Здорово. А, дорогие телезрительницы, подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм, и все наши советы будут совсем скоро там. Теперь мы возьмем блокнот и ручку, потому что сейчас будет просто совет на миллион. Вот вспомните, да, вот появился малыш в семье, и вот между мужем и женой вот какое общение, да? Ну, Все некогда, некогда. все некогда, и буквально все сводится к тому, что вы смотрите сериал перед сном. Когда ребенок уснул. Когда ребенок уснул, да. Уже легли. Да. Теперь совет. Вы должны взять ноутбук и пойти на кухню. И затем Что там вы... делать? Что же можно делать на кухне? Вы начинаете с мужем делать пельмени. Да, можете Пельмени, нарезать... манты. Да, манты, котлеты. делать котлетки, нарезать мясо. Вот когда, на самом Заготовки. деле, вот секрет хороших отношений, мне кажется, когда у вас есть совместное увлечение. Совместное дело. Да. И вот вы тут сразу можете, ну, и с мужем пообщаться, а также На неделю ну, заготовить на неделю у продукты. вас все будет, и у вас просто останется приготовить гарнир, и все, и все Здорово. счастливы, все довольны. А я хочу поделиться одним тоже советом. Перестаньте гладить детские вещи, потому что это очень много времени занимает. Действительно. Достаточно того, что просто стирать вещи отдельно от взрослых специальными детскими чистящими средствами, детский порошок, и все, этого достаточно. Ребенок одевает, носит только дома. Вот эта двусторонняя глажка, это Да, уже прошлый это только век, для да? вас. Да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, сразу после которой мы продолжим. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин», и мы продолжаем говорить о мамочках, которые сидят по уходу за ребенком. Сейчас с приходом новых технологий, да, у наших молодых новоиспеченных мам появилось больше возможностей. Да. У них различные группы по интересам в WhatsApp, да, различные форумы,
Там у них различные группы, вот эти октябрята, сентябрята, ноябрята, да, где они делятся своими достижениями, достижениями своих детей, советами, Обсуждают делятся какими-то проблемами. Да. Ну а о том, где черпать вдохновение, расскажет Саргалана Амосова. С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Как же хорошо, что в наше время появились социальные сети. Благодаря им сейчас каждый может рассказывать о себе этому миру, а также узнавать очень много полезной информации и делиться советами. Порой мамочки в декрете, да, вот не хватает, как сказать, самореализации, да, если правильно сказать. И вот Инстаграм нам дарит очень много возможностей. Вот вам кажется, да, что у вас самые обычные будни, а на самом деле это может быть для кого-то кладезью полезной информации. Сейчас я бы хотела перейти на странички тех мам, которых я читаю сама, и считаю, что у них очень хорошие советы. Так, сначала я хочу рассказать о мамочке, да, ее зовут Ангелина. Сейчас, так. Вот, Ангелина. Представляете, она вот такая молодая, да, очень красивая девушка, и у нее 6 детей. Она О, в Москве боже. живет, да? Представьте себе, у нее вот 3 дочки и 3 сыночка. Ой, здорово. У нее очень яркий, красивый Прямо как по Инстаграм. заказу у нее, Как да? по заказу. Да. И вот смотрите, вот так много детей, а все так красиво, да, вот мне вот даже кажется, что Инстаграм, он держит нас в тонусе, да, вот Мгм. хочешь сделать красивую Выглядит фотографию, красиво, да. уберись дома, да. Точно. Хочешь, допустим, как-то красиво, сфотографировать свою еду, тебе надо приготовить красивый ужин, да, Да, вот. сделать красивую сервировку. Да. Хочешь сфотографировать своих опрятных детей на прогулке, пожалуйста, помой причеши, их, помой причеши, и да. поставь перед камерой. Да, вот следующая мамочка, ее зовут Анна, у нее уже всего лишь 4 детей. Уже в сравнении. Уже Да. меньше. Малиночкой. Вот, и у них совсем маленькая разница, и она о них так хорошо рассказывает, она не говорит там, делайте так, делайте вот так, у нее вот такого нет, она просто делится своими буднями обычной мамы. И знаете, вот девушки, кому не хватает мотивации для ухода за собой, да, ну вот, я же никуда не хожу, зачем мне краситься, и ходишь, да, вот, она всегда ходит на каблуках, Мгм. всегда очень дома. Ну, может, переодевается только для фотографий, но все равно это же такой стимул, да? Вот она, знаете, что говорит? Вот недавно я у нее пост прочитала и считаю, что это прям истина. Она говорит: муж меня увидел тонкой, звонкой девушкой на каблуках и в платье. Так с какой стати я должна становиться женщиной с пучком, гулькой на голове и в растянувшейся футболке? Девушки, мне кажется, это просто... Это правильно. Нужный Удивительно, даже вот совет. маленькие дети, да, говорили, что идеальная женщина — это вот Красивая платье, женщина, красивая, да. накрашенная. Следующая мамочка, с которой я вас хочу познакомить, я думаю, очень многие девушки с ней знакомы. Ее зовут Эля. У нее 4 дочери. Ой, Да, и вот у нее тут, знаете, вот если у вас плохое настроение, просто зайдите к ней на страничку, у нее есть очень забавные Такие девочки близняшки, смешные. и у них свой хэштег Двойняшки? синхронистки. Близняшки, да, они совершенно такие сладкие, одинаковые девочки. Так, что Они- же у нас происходит в Якутске? Давайте я вам с якутской мамочкой познакомлю. Давай. Так, и вот я с ней лично знакома, она очень интересная, яркая девушка, я сейчас хочу показать. Жу. Так, я думаю, вот каждая вторая в Якутске на нее подписана. У нее, смотри, 9417 подписчиков. Да, и эта сумма у нее очень быстро 9 растет. тысяч. Вот смотрите, Ничего себе. у нее есть очень смешные Сколько у нее детей? У нее 3 детей, есть Трое? старшая доченька, и также известные в сети близняшки, татутики-батутики. Да, и она, знаете, вот она не только говорит смотри, мама, в мама, корзинке мама, лежат. да, она вот именно вот об игрушках рассказывает, а также она очень хорошо рассказывает об уходе за собой. Вот. Мамством, конечно, но о себе мы ни в коем случае не должны они забывать. были героями. Она была в передаче. Она к нам Покажи. приходила, да, вот Во сейчас. вторник, да? Сейчас они были в гостях. Когда Туяра Так, у нас немножко медленный интернет, вот сейчас Мгм. подгрузится. Начинается. Ну Да. ладно, Ну закрывай, ладно, давай. давайте. Я А, думаю, вот. Я думаю, многие на нее подписаны и в курсе, да, что она была у нас. Теперь, вот вспомните, вот как вы с детьми играли? Вот мне честно, да, фантазии хватило только на чтобы дать ребенку горох из чашки в чашку перебирать, да, вот Ага. дома. Да. Или вот завернешь что-нибудь в фольгу и открываешь. А я еще туда ложила мелкие игрушки из киндер-сюрприза, и они должны были на ощупь отгадать, какая это игрушка. Или Да, это бегемотик, теперь- или это машинка, самолетик.
Или самые мои любимые игрушки – это кастрюли. Так, вот девушка, у нее очень сложный ник, запишите, пожалуйста. Вот у нее почти Шейнер, миллион подписчиков, и это не просто так. У нее очень много развивающих уроков, да, вот как сделать из подручных средств развивающие игрушки. Ага, Вот мне тут здорово. прямо вот А вот для мелкой шнуровка. моторики, как научиться вот играть с песочком, лепить, очень-очень здорово. И это все она делает, не выходя из дома, потому что младший, ей всего лишь пару месяцев. Маленькая, да? Она Умничка, да? очень молодец. Вот, девушки, теперь я хочу вам рассказать очень хорошую, ну вот, я сама этим пользуюсь. Я год назад завела детям Инстаграм. Ну, конечно, страничка закрытая, да, но вот там очень классная функция сохранения дат. Вот, допустим, они пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, и дай бог, чтобы был Инстаграм. И они будут знать, что Может, же они уже делали что-то- 13 октября 2017 года. Да, вот сегодня Да. мы, например, вечером пойдем к бабушке и дедушке, я обязательно их сфотографирую, выложу это туда, и они будут знать, что 10 лет назад они были у бабушки. И теперь очень трогательный совет. Я вот сама этого не сделала, но очень хочу этого сделать. Вы можете завести электронную почту и можете писать письма в будущее вашему ребенку. Вы представляете то, что вы чувствовали, когда он сделал первый Это же шаг. здорово. Да, представьте, Ой. вот прям я сейчас расплачусь. Да, и Наши вот мамы представляете, всё на листочках вот писали, они вашему- потерялись. да, вашему ребенку Вот исполнится сохранится. 17 лет, вы можете подарить этот пароль. И представьте, вот он Точно. будет уже взрослый, да, и у него будет такая машина времени. Ой, Вернешься такая прямо назад, всё трогательная почитаешь. идея, мне Как кажется, мама да? И относилась вообще к нему. все такие советы, Да, я вот думаю, они обязательно, потому что пригодятся, да, новые нашим технологии, ими надо пользоваться, надо вот Инстаграм, ну есть Инстаграм, и что, да, пользуйтесь этим во благо, да, не только то, что там часами листать ленту и терять время, нет, пользуйтесь именно, вот у нас рубрика называется «Полезный Инстаграм», используйте с пользой. Так, а если вы мамочка и очень хотите завести свой блог, но не знаете, как это сделать, я вас всех приглашаю на свой марафон. Он у меня начнется 23 октября. И Марафон, что такое? Объясни. Марафон, да, это как экспресс-обучение. Я вам расскажу об основах Инстаграма, вот, с чего начать, как развязать язык. Вот я думаю, всем знакома ситуация, когда есть классная фотография, вы не знаете, как ее подписать, да. Мы будем... Это виртуально? Да, это виртуально, все будет онлайн, поэтому можно принять Не надо никуда участие идти? из любой точки планеты. Вот я уже да. провела 2 потока, и у Мгм. меня были, мои марафонцы, я их Мгм. называю, да, из Чикаго, из Швейцарии, Москвы, ну ничего и себе. Якутска. Так как это онлайн, да, это очень удобно. И Да, все нас сейчас смотрят во многих районах республики. так Я что- думаю, есть мамочки, которым это будет Да, и вот, интересно. а, Спасибо большое, Саргалана. Я думаю, наши телезрительницы заинтересуются, зайдут Я к тебе очень на надеюсь. страничку. А дальше я хочу перейти к Юлиане. Я смотрю, у нее уже готова замечательная сумочка. Ой, Вот давайте посмотрите, посмотрим. что у нас. Вот посмотрите, что у Юлиана, нас можно получилось. посмотреть, да? Прямо шикарно, да? вот Модная сумочка. Эту классика. сумочку Юлиана продефинировать, сделала да? прямо сейчас Да. на наших глазах. Это же Я думаю, что чудесно. вот на мероприятии вы будете гвоздем можно я её программы. открою? Посмотри, да, конечно. Вот я прикрепила замок. Вау! Она такая здорово. жесткая, да, и Цепочку. прямо все держит. Да. При желании Очень можно классно. еще сделать внутри подклад. очень здорово. Вообще, да? Да, и Тебе Прелесть. идет. Да? Да. Она вон подходит к твоей юбочке. Да. вот. Очень здорово. Дорогие мамочки, вот скоро у нас грядет День матери. Я хочу пожелать вам, чтобы вы оставались всегда красивыми, чтобы ваши близкие вас любили, заботились о вас. А сегодня мы выяснили, то, что мамочка в декрете может заняться очень многим. Она может завести свой блог, может даже открыть свой бизнес, да, и... Плести корзинки. Да, корзинки. И цените это время и наслаждайтесь, да. И вот, может, ты нам расскажешь, как Давай. Вот смотри, у тебя волшебная сумочка лежит. Вот такая. эта сумка, вот эта она вот сумочка, подходит кстати, тебе. подходит мне. Да, тоже по такому же принципу вяжем ковер, значит, устанавливаем замок с помощью, вот здесь маленькие такие шурупчики, с помощью отвертки. Фурнитура продается специально, да, в Да, магазинах? фурнитура продается в Мне магазинах для кажется, вот рукоделия. это вот прям произведение искусства. Вот как можно такое сотворить? Кстати. Да, Я вот вообще. сделала этот рюкзак и ездила с ним в отпуск. Он мне очень пригодился, такой хороший. Сколько времени у тебя уходит, Юлиана, вот сделать, Вот допустим, на вот такую сумку сумочку? часа 3-4.
да, а на корзинку часа 2. Но все равно мне чем нравится такая пряжа, что ты видишь результат сразу. Мгм. Вот тебе очень повезло, да? Тебе вот не надо ныть, нечего надеть. Ой, у меня, оказывается, пятница мероприятие, все. Надо себе шить платье, а к Новую нему и сумочку. сумочку, да, и тут еще аксессуар сюда. Все Да. ты прям сможешь сделать. еще у меня нет подарка. Подарю-ка я Вот вот насчет эту вот подарка, сумочку. я тоже хотела сказать, что я сапожник без сапог. Что-нибудь себе сделаю, или из декупажа, или свяжу. Приглашает меня на день рождения, на мероприятие. И, конечно, я не могу удержаться. Я беру эту вещь и иду дарю. И в Если итоге что, у остаюсь- меня день рождения в ноябре. Хорошо, я намек поняла. Совсем немножко осталось, да? Дорогие наши телезрительницы, если вы хотите стать героем нашей программы, или у вас есть какие-то темы волнующие, которые вы хотите, чтобы мы здесь обсудили, можете звонить нам, писать. Все адреса, все телефоны сейчас появятся у вас на экранах. А мы желаем вам удачных выходных. Всего доброго. До встречи. Берегите себя и своих близких. Да, и не забывайте то, что вы не просто мамочка, вы еще и женщина. Пожалуйста, используйте все наши советы, развивайтесь в разных своих отраслях и просто будьте счастливы, и тогда ваша семья будет также жить в гармонии и в счастье, как и вы. А мы будем вам помогать своими советами. До Всего свидания, доброго. до следующей пятницы. Пока-пока.